Что могу, да, рассказать? Да, всё. Спасибо. Наш курс обучения был в Парижском интернациональном университете. Это целый городок, где 132 стран мира обучается, с разных сторон приезжают студенты, обучаются в этом городке. Здесь 5500 студентов обучается в этом городке. Здесь очень много зданий, и каждое здание, каждое общежитие как бы относится разным странам мира. Мы учились в общежитии, это был стран египетский, там прошел наш курс целых 3 дня. Мы обошли весь этот городок. Этот объединяющий университет, общежитие расположился недалеко от парка Мансури, французском столице, между Порто-Жанти и Порто-де-Орлеан. Ну, когда вы поедете в Париж, вы можете узнать по районам. Конечно, мы за 6 дней не все районы выучили, но по нашему городку мы почти полностью все обошли, все посмотрели. Этот Парижский интернациональный городок, он открылся в 1925 году. Его первым придумал меценат, богатый меценат Эмилия Доче Деламерт, который решила открыть этот городок, и начали с этого 25 года начали строиться. Наш, а, Наше общежитие египетское, он построился почти один из последних, он был из новейших общежитий в данный момент в этом городке. Вот, в 2007 году, в 19 округе, были открыты еще 2 студенческих общежития. Один из них — это наш египетский. В этом, справа я показала весь карту этого городка. Почти вот здесь вот самый последний, где стоит футбольное поле, рядом это наше общежитие было. Следующий. Следующее — это основное главное здание Интернационального университета города Париж. Это самый главный корпус, где обучаются все студенты. В этом городке вот главный этот ворота здесь. Здесь и все студенты заходят, приходят в этот городок. Здесь допоздна ночи все учатся. Внутри очень много библиотек, разных читательных залов. И в основном для всех студентов в этом городке все до малейшего, все организовано. У них есть свои, у каждого есть свои общежития, есть театры, театральный зал, есть разные виды там парка. Еще там были поле разного вида, там футбольное поле, теннисное поле, там еще были бассейны, разные вида, спортивные секции. Ну, для студента здесь были все условия, лишь бы учиться. Следующее. Следующее, вот этот общежитие La Maison de Egypte называется. Это мы в этом общежитии учились. Это общежитие, как бы она L-образное, с разных сторон она стеклянная, внутри целый, как называется, вот этот первый, она снаружи. Здесь очень огромное дерево, которое он уже, наверное, 100 лет ему. Его специально в это дерево обошли вот так и построили этот общежитие. А рядом справа она это внутренней стороны, внутренняя часть. Здесь очень много зелени разного вида, и она постоянно как бы, ну, как обновляется. Следующее. Вот это само общежитие. Перед тем ехать, нам Надя предложила, как бы ехать или там, в гостиницу, или мы могли бы взять в общежитии комнату. Конечно, нам было легче, потому что,
Сам по себе этот был далеко, отель от него. Каждый день утром ехать с отеля, потом обратно для нас было бы как бы тяжеловато. Из-за этого мы решили взять комнату в этой общежитии. Каждому дали по одной комнате. Вот справа у нас идет вот общежитие. В каждой комнате есть своя кроватка, свой учебный стол. Там есть, где можно чай попить, свой холодильник и туалет с ванной были. А слева это очень огромная кухня, для каждой этажа и одна кухня. Здесь могли каждый в себе готовить, покушать и дальше убраться. Как бы это очень хорошо придумано. Это девятиэтажное здание, египетский дом называется, общей площадью 4310 метров квадратов. Включен в себя 195 студенческих комнат, 177 стандартных номеров и несколько люксов. Ну, мы в обычных студенческих комнатах лежали, они очень были чистые, хорошие, как бы для студентов очень хорошее место. Следующий. Теперь о курсе. Наши главные лекторы курса — это Надя Осип. Вот первая левая у нас возле меня стоит. Это Надя, основной главный наш лектор, который обучала первых дней. Возле нас она была. А следующий вот справа фото, это здесь уже Йоган Синт. Йоган Синт в основном он с нами, ну, вначале он читал лекции про ЭХОКГ, но основные методы ЭХОКГ, и потом в основном он у нас с нами работал в практикующих, именно по практике, как надо ставить датчики, как надо смотреть, как все надо считать. Поэтому в основном Йоган Синт, он ой, как спой. Все, мне позвонили. Следующее. У нас был курс трехдневный, это 18, 19, 20 декабря. Я по курсу как бы минимально описала здесь. 18 декабря у нас было первый, 8:30 у нас как бы встреча в этом месте. Но мы приехали 17 сразу, все устроились в общежитии, как бы отдохнули. И 18 с утра в этом же общежитии на первом этаже есть огромный зал, где проходят эти курсы, лекции читали. Мы спустились сразу, там же была регистрация. В 9 утра мы уже все познакомились, там были разных стран, приезжали. Уже с 10:30 мы уже сели, у нас началась лекция. В лекциях у нас в основном первый день у нас был это обзор базовой эхокардиографии, оценка основных функций сердца, основы ультразвукового исследования легких. Ну, прочитали нам здесь лекцию, как надо, ну, главная основа, как надо датчики ставить, в какую сторону, как надо считать, вот это прочитали. Потом с 13:45 до 14:30 у нас уже был сосудистый доступ с ультразвуковым контролем в неонатальной практике. Ну, как бы у нас такой практики, как в Казахстане, я еще не видела. Первый раз я у них видела, что сосудистый доступ делается через УЗИ-аппарат, через УЗИ-контролем. И через УЗИ-контроль оказывается намного легче. И с 14:30 до 17:00 у нас были практические занятия на тренажерах. В основном здесь у нас с нами работал Йоган Синг. Следующее. У нас была цель обучения — это то, что они первый день нам показали, то, что прочитали. Это эхооценка систолической функции левого желудочка базовая, эхооценка систолической функции правого желудочка. Это все входит в базовые, как бы, базовое обучение. И первые, те, которые начинают с первого раза ЭХО, не ориентированы на комплектную оценку сердечной функции с использованием расширенной эхокардиографической визуализации и оценка диастолических функций. Как бы это цель обучения, это для меня, я первый раз, например, я сама ранее никогда эхо КГ не делала,
не обучалась. И для меня первый раз начать обучение, это было огромное, как бы, много взяла я уроков, много опыта взяла, потому что для тех, кто первый начинает, это очень хорошее обучение. Следующее. Следующий. Первый день, который это было обзор базовой эхокардиографии. Ну, это основные, которые я поняла, и сейчас мы постепенно начинаем у себя вести в нашем в городском перинатальном центре, чтобы владели все врачи этими функциями и знали основные базовые функции сердца. Первое — это четырехкамерные в области верхушки сердца ниже левого соска. Это я описала здесь те точки, которые мы должны поставить датчик, и что мы в это время обучаем, какой отдел сердца. Вторая — это, которую я очень хорошо обучилась, это длинная ось. По длинной оси это длинная ось левого желудочка. Это на английском сказали сперва плакс, как бы пятикамерное сердце. Метка датчика смотрится на правое плечо или время 11:00. Прям вот эта метка датчика есть, вот этот датчик, он должен смотреть в 11:00. Прям Йогин Симф меня так научил, что до сих пор она у меня осталась в памяти. Следующее — это третье. Третье мы сразу же, вот этот, который датчик смотрит в 11:00, мы его поворачиваем постепенно на 13:00 по часовой стрелке. И это у нас мы вводим короткую ось левого желудочка, это называется псакс. Типа здесь мы видим Мерседес, и как бы Мерседес, ну, есть же вот этот, те, которые ЭХО-КГ знают, они знают, м, эмблема Мерседеса. Прям вот когда этот датчик вы поворачиваете на 11:00 по часовой стрелке, вы сразу же увидите, что здесь уже выйдет эмблема Мерседеса, и вы здесь еще оцените легочную артерию. Четвертое — это левый желудочек на уровне папиллярных мышц. Это датчик мы ставим парастернально слева, и наша метка стоит ровно 12:00 наверх как бы. Пятое — это супрастернальное, это оцениваем аорту. Здесь идет супрастернальное — это выше, м, как он называется, вот этот? Выше кости мы прям поставим, и у нас датчик должен смотреться на 3 часа. И вот здесь мы оцениваем аорты, дуга, нисходящий отдел, перешеек аорты, отходящие 3 сосуды. Вот здесь прям хорошо будет видно все отделы аорты. И шестая — это субкостальный доступ, это оцениваем межпредсердную перегородку или брюшную аорту. Ой, брюшную, да. Все это основные базовые, которые мы должны датчики куда ставить. Вот здесь по фотке я показала, датчики, как мы должны ставить. Вот плакс и псакс. Плакс, вот видите, вы в 11:00 стоит, и вы вот этот датчик поворачиваете на 13:00, вы переходите с длинной оси на короткую ось. И остальные вот по 5 этим, слева написано, левый парастернальный, апикальный, субкостальный, супрастернальный, правый парастернальный, правый, левый Ну, вот этот шестой, седьмой мы особо как бы не смотрим. Основные вот эти 5 нас Йоган Синг полностью обучил. Вот эти основные 5 датчики, как надо ставить. И в каждом датчике, что мы оцениваем именно в сердце. Следующее. Следующее. Следующее уже после первый день у нас были базовые, обзор базовой эхокардиографии, то, что мы датчики куда ставим. На следующий мы уже, у нас показали основу ультразвукового исследования легких. Чем сердце? Для меня, конечно, сердце было очень тяжеловато, потому что ранее я УЗИ как бы не проводила, не знала, как датчики ставить, но в ультразвуковое исследование легких было намного легче, и намного она как бы быстрее осваивались эту тему. Вот здесь по фото видно, прям УЗИ-датчики мы ставим сперва
в вертикальном виде, потом в горизонтальном виде. По вертикальной и горизонтальной мы уже оцениваем эти легкие. Как бы других видов исследований легких нету. Следующее. Следующее. Вот. Основа ультразвукового исследования. Здесь мы легкие определяем несколько параметров. Несколько. Это первые А-линии. Это я сперва на английском туда добавила слова, потому что у нас было обучение на английском, и она у меня скопилась как бы на английском. A-line, и второй это у нас B-линии, B-line называется, третий это консолидация, consolidation, и третий у нас жидкость в плевре, effusion. Вот по фото с правой стороны, если вы посмотрите, вот эти, если вы предыдущие фото, как я показывала, как надо ставить датчики, вот так, если вы датчики по вертикальной поставите, вы сразу можете увидеть в легких. В основном у нас с правой стороны очень хорошо видно, с левой стороны как бы идет тяжеловато, потому что там находится сердце. А с правой стороны мы можем большое количество обходить легких, легочной ткани именно. И вот с правой стороны вы можете посмотреть нормальные легкие. Например, в нормальных легких у нас есть и линия А, и Б линии. Если вы вот посмотрите, первые normal lung написано, это нормальные легкие. Это как бы в основном у многих детей, если мы поставим датчик, мы можем увидеть вот эти рисунки. Следующий рисунок – это респираторный дистресс-синдром, который всех недоношенных детей. Сейчас каждый, который поступающий детей, я часто смотрю именно УЗИ легких, чтобы я постоянно смотрела и изучала все эти рисунки, потому что не всегда, не стопроцентно по этим рисункам совпадают наши легкие, но приблизительно, смотрев постоянно, можно определить, легче его определить, чем сердце. Вот по респираторной дистресс-синдрому здесь у нас Б-линии нету. Вы, если можете посмотреть, здесь только у нас А-линия, A-line. A-line, потому что это сразу всех недоношенных детей, как рождается, вы можете взять датчики и посмотреть, вы прям красивую вот эту картину увидите, потому что я всех недоношенных, которые смотрю у себя в отделении, я практически 80% вижу этот рисунок, потому что уже сразу понимаю, что этот ребенок, у ребенка диагноз РДС. Следующее – это транзиторное тахипноя. Транзиторное тахипноя раньше как бы у нас этот диагноз особо не ставили, но сейчас я смотрю и по УЗИ очень многих детей вижу, именно у больших детей. Выше 34 недель, когда мы ставим, прям транзиторное тахипноя можно увидеть, потому что здесь в основном идет Б-линии, ой, А-линии, но в некоторых местах как будто идет расслоение именно А-линии, потому что это говорит, что где расслоение А-линии, это здесь та легкая, где там еще есть жидкость, фетальная жидкость, которая не всасывает. Из-за этого мы можем видеть в таком виде. Таких детей в основном у больших детей, уж даже 33, 34, 35 недель я смотрю, и в основном у этих детей я вижу транзиторный тахипноид. Иногда мы этих детей как бы путаем, может у него РДС идет, или пневмония, или как бы на ТТН мы мало что думаем на ТТН. Ну, в нашей практике, в моей практике я всегда так на ТТН мало что. Но сейчас по УЗИ мы смотрим, и явно клинику вижу транзиторную тахипноя. Так и клинику больших, как бы, больших недоношенных детей мы можем увидеть такой рисунок. И следующее, например, это пневмоторакс. Пневмоторакс – это тяжело, не сразу можно увидеть по УЗИ легким, потому что несколько пневмотораксов я смотрела, и определить его очень было тяжеловато. Как бы, когда нас обучают говорить легко, когда мы смотрели по УЗИ, ну, по компьютеру, который нам показывают, было легко, но по детям, которые есть пневмоторакс, ну, кажется, по рентгену есть пневмоторакс,
а по УЗИ смотришь, там то четко такого рисунка я бы сама еще конкретно еще не видела. Гульнур Куртасовну тоже просила несколько раз, она тоже говорила, что пневмоторакс всегда, да, тяжеловато. Но пневмоторакс мы можем увидеть только одним случаем, когда вот мы по УЗИ смотрим, эти все рисунки, они, когда во время осмотра, они двигаются постоянно, потому что легкие, они как бы ребенок вдох, выдох же идет, из-за этого мы видим, что легкие двигаются. А пневмотораксы, какая-то часть, они легкие не двигаются. Они каком-то, как рисунок. Вот УЗИ поставите, посмотрите, как рисунок. Я таких только один-два увидела, прям поставите датчик и увидите, что легкие вообще как бы не двигаются. Мы можем не двигаться легкие, как мы можем посмотреть? Вот сверху, в каждом рисунке сверху вы можете посмотреть, идет такая светлая линия. Где светлая линия, это у нас идет плевральная полость. Оттуда, когда мы датчик ставим, оттуда идет свет, и мы видим вот такая, как белая линия. Вот эта белая линия постоянно, когда мы ставим датчик, она двигается туда-сюда, а пневмоторакс, когда мы ставим, она не двигается, она на одном месте стоит. Именно по УЗИ легких нас обучала Надя Иосиф, она вот говорила, надо, если вы не можете увидеть пневмоторакс, вы можете в крайнем случае посмотреть на этот, потому что она не двигается. И можете в этом увидеть, что у ребенка пневмоторакс. И вот мекониальная аспирация синдром. Это у нас вот видно сверху какие-то вот непонятные как затемнения. Это уже консолидация, consolidation. Это уже сам идет или пневмония, потому что мы тоже у нас был маленький ребенок 730 грамм, он уже какие сутки 19 что ли, сутки, и у него с ухудшением у нас, я вот ему датчик посмотрела, прям явно увидела, что у этого ребенка идет пневмония. Потому что пневмонию сразу можно увидеть, прям края, где вот идет плевра, снизу края легких особо не видно, там какие-то консолидации, какие-то затемнения можно увидеть. И это уже вы можете поставить как бы у ребенка или мекониальный аспирация синдром, или пневмония. И, конечно, жидкость плевры. Жидкость плевры мы это смотрим сбоку, средние мышечные линии. Сбоку, когда посмотрите, я фотку не нашла никак, потому что я сама детей только одного видела, а оказывается, я фото не сфотографировала. В следующий раз надо сфотографировать. И сейчас нигде не нашла, фото хотела вам показать. Прям когда по средней подмышечной линии поставите в вертикальном виде датчик, вы можете увидеть там край легкого и край, где идет прикрепление диафрагмы к ребрам. И там вы увидите прям жидкость прям черного цвета, прям можно увидеть, потому что край легкого, она бесконечно будет двигаться туда-сюда, а под ним она прям черного цвета, вы можете увидеть жидкость в плевре. Ну, в основном, который я здесь хорошо прям обучилась и постоянно часто смотрю, это в основном легкие. Она как бы легче усваивается и быстрее можно обучиться, чем сердце. Сердце, конечно, мне было тяжеловато. Сейчас я по сердцу смотрю, но только по точкам смотрю в данный момент, постоянно смотрю, как в сердце там, но особо как УЗИсты считать, ставить диагнозы, пока я еще ну, не научилась, еще не готова к этому. Следующее. Следующее у нас была тема сосудистый доступ к ультразвуковым контролем в неонатальном практике. Здесь прям нам хорошо показали, там особо здесь в такой лекционном варианте ничего нету, там в основном говорится о катетеризации недоношенных детей, особенно глубоко недоношенных детей, вовремя, своевременно, и чтобы, ну, как бы внутрибольничные инфекции, чтобы была профилактики.
Про это было в основном обсуждение. Практика мы очень много обучались. Вот показывает, как надо УЗИ-датчик поставить. УЗИ-датчик мы всегда должны поставить так вертикально. Например, у нас, например, сосудистый доступ стоит вертикальным вариантом. Чтобы найти и ввести туда сперва иглу, мы должны датчик поставить в горизонтальном. В горизонтальном, когда поставим, мы сразу уже увидим сосуд, и в этот сосуд мы постепенно будем ввести венозный катетер. И все, как бы здесь особо такого тяжелого процесса нету. Ну, конечно, я еще практики я еще не сделала. Пока я хочу ЭХО полностью обучить, после этого перейти на этот сосудистый доступ через УЗИ контролем. Следующий. Следующий вот тоже УЗИ, вот обучение. Здесь уже вот слева у нас идет, как мы должны поставить центральный венозный катетер, справа это как мы должны поставить периферический венозный катетер. До этого я же вам говорила, сперва, чтобы найти сосуд, она если в вертикальном варианте стоит, мы должны сверху датчик поставить в горизонтальном и найти сосуд. А когда мы сосуд найдем и туда как бы катетер войдет, после этого мы можем датчик повернуть в вертикальном виде, прям в вертикальном виде, и мы можем дальше ввести центральный венозный катетер глубже по этому. И когда датчик стоит в вертикальном виде, и мы можем увидеть, что на правильном пути, в правильном направлении идет кончик центрального венозного катетера. Понятно, да, сказала? Сперва мы поставим горизонтально, потом поворачиваем, ставим вертикально и идем по вертикали, смотрим дальнейшее как бы нахождение центрального венозного катетера внутри сосуда. Вот. Следующее. Теперь у нас после обеда уже 18 числа у нас полная была практика, как мы должны находить точки доступа именно по точкам, чтобы определить функции сердца. Это Йоган Синг в основном обучал нас по сердцу. И когда мы вот датчики ставили, вот у нас есть манекен прям, если правильно мы ставили, короткую ось, длинная ось, когда мы ставишь, ровно ставите, прямо уже на компьютер у нас уже выходили, и мы уже понимали, что у нас правильно идет или неправильная точка доступа. Следующее. Следующее, 19 декабря у нас в основном было это использование ультразвуковых легких в неонатологии, общие проблемы с дыхательной системой новорожденных, использование ультразвуковых легких для введения сурфактанта и многое другое. Например, иногда бывает у нас, например, 34 недели ребенок, мы не можем первый, как он родился, попал на аппарат, не можем понять, у него РДС или у него транзиторный тахипной, или у него идет обширный как бы в начале пневмонии. Вот это, чтобы мы определиться, это очень хорошо, оказывается, УЗИ легких взять и посмотреть. И по УЗИ легким мы можем посмотреть, если у него прям признаки РДС, конечно, уже начинаем лечить РДС сурфактантом. Если там пневмония уже плюс если красный флажок, уже назначаем антибиотики, как бы, если транзиторный тахипной и дальнейшей там респираторной терапии, лечение с респираторной терапией. И в этом плане УЗИ легких, оно очень хорошо, потому что мы можем понять, что у ребенка в легких именно, и определиться с дальнейшим лечением. Потом ультразвуковые исследования центральных вен катетера у новорожденного. Я сказала, первое это периферический катетер было установление, она была легко. Самое тяжеловато это как бы исследование центральных венозных катетеров. Вот здесь было обучение уже на людей, а не на манекенах. Людей это нам привели как бы молодых студентов, и молодых студентов мы находили все доступы, ну, конечно, у больших людей его найти, как бы, мне кажется, легче, чем у детей.
Следующее, как закрепить сосудистый магистрал, защитить место выхода. Это все как бы, как установить центральный венозный катетер. Вот это все было обучение. И была отдельно у нас обучение, была оценка легочной гипертензии по ЭХО-КГ, практические занятия на тренажерах, в основном вот на сканирование на волонтерах. Приходили волонтеры, это студенты, на них мы ставили все как точки доступа, чтобы оценить функции сердца и оценить легких. Следующее. Следующее, мы 20 декабря мы полдня мы ходили, у нас поход был в клинику. Это Хопитал Эмигнонт называется. Это очень огромная больница. Здесь как бы она была далековато от нас. Ну, мы туда ехали почти, наверное, 1,5 часа. Это вот это первый вход. Вот видно, я фотки поставила, это который мы сами фотографировали. Следующее. Следующий вот. Это я взяла с компьютера. Это Hospital Andrew Мигнет называется. Это больничный. Следующее. Теперь, когда мы внутри мы зашли, нас подпустили только в неонатальную реанимацию. Неонатальная реанимация в тот момент всего лишь было 3 ребенка было. Это очень огромное отделение. Конечно, нам сперва запрещали сфотографировать внутри, потому что они сказали, что мы пришли обучать, не смотреть отделение, а обучаться как бы на детей, как надо посмотреть там эхо КГ и УЗИ легких. Ну, конечно, я успела. Здесь у них это огромная молочная комната, где здесь целых 3 персонала работает, 1 курьер, 2 из них внутри находятся. Здесь все разные смеси, здесь и мамино молоко, это здесь есть донорское, все здесь сохраняется, и здесь приходит назначение, по назначениям они через окошко выдают и смеси, и грудное молоко разного вида там. Следующее. Вот это вход в молочную комнату. Здесь уже все. У них вообще бумажного варианта нету. Они вообще. Следующее можете поставить. У них бумажного варианта нету. Все бумаги у них находятся на посту. Никакие бумажки не приходят ни в молочную комнату, ни в процедурный кабинет, даже их нету в палатах. Они везде, у них вот такие ноутбуки, компьютер стоят, по компьютеру они все определяют, и все. Дальше как бы бумажки, никаких ручек у них нету, никуда не пишет. Вот молочная комната, они прям пишут здесь не фамилия ребенка, а у них нумерация идет. Из-за этого, когда нумерация, они не все, может, например, если я пришла, я посмотрю, не могу понять, это чей ребенок. Но они сами самостоятельно знают, у них есть нумерация стоит, по нумерацию они находят пациента и транспортируют этот молочную смесь. И это грудное, это донорское молоко. И транспортируют сами. Следующее. Следующее это вот медсестринский пост, она очень огромная. Вот здесь маленькое написано, шкафчики стоят, это шкатулка, здесь написано все имена медсестер, и сюда вкладут всякие маленькие, как называется, презенты, ну, маленькие подарочки для медсестер. Ну, какая медсестра кому понравилась из пациентов, они сюда приносят свои подарочки. Это вот в основном все бумажные варианты, все записи, все обсуждения идет здесь в медсестринском посту. Они другими этими не приходят, как называется, не заходят в реанимацию отделения. Следующее. Это реанимационные палаты. Вот в палатах сверху вот написано, вот 10-я палата, это мы сфотографировали. Здесь как бы снаружи ничего не видно, а заходим, там в палатах очень она огромная, полностью мы не успели сфотографировать. Здесь все подарки для детей, как бы это медсестринский пост.
Следующее. Вот это отделение, как бы мы были в этой больнице предновогодний период. Здесь было прям украшено прям на Рождество. Очень было красиво. Все прям, ну, как реанимационные палаты. Ну, как бы все было красиво. То, что мы успели, вот сфотографировали. Вот здесь слева вы видите, она огромное фото стоит, как бы, ну, вот их фото, картина. И в этой картине висит маленькие фотки. Ну, здесь по рисунке не видно, в маленьких фотках, там самый наверху стоит главная заведующая, ее фотка, и по бокам ее врачи, старшие ординаторы. И вот снизу стоит вот лодочки, в лодочках фотки стоят медсестер, старших медсестер, санитарок, узких специалистов. Те, которые работают в это отделении, все фотки сфотографировали и по-маленькому вот эту на весь картину повесили по именам, и всем может понять, кто из них кто. Следующее. Это уже внутри палаты. Вот это целый столик для одного ребенка. Вот слева вы посмотрите, это столик для ребенка. Ребенка сюда переносят они. Здесь полностью это все чистые, стерилизованные салфетки, стерилизованные пеленки. Они все находятся вот внизу. Внизу вы видите, вот вытяжки, как затяжки вот это. Вот его вытаскиваем, и все, что для ребенка нужно, все внутри лежат. И чтобы здесь полностью менять памперсы менять, можно помыть там после купания. Вот сюда они все ложат, вот здесь все они делают, все эти уходы, маленькие процедуры. После этого их переводят на реанимационный столик. Вот это как бы для нас она мелочь, но в неонатологии мелочи не бывает. Мы обращали, я сама сфотала все всякое этот. Везде у них находятся памятки, везде, что нельзя громко говорить, постоянно руки обрабатывать. Как бы во время фототерапии глазки надо закрыть, украшения надо оставить. Нельзя носить там вот телефоны, телефоны нельзя ставить громко. Вот везде вот эти маленькие памятки, везде она написана, как бы это означает, что очень организованно, хотя мы в многих больницах сейчас, когда захожу, нету таких памятей, и многие на это не обращают внимания. А на самом деле в неонатологии это хоть бы это, все думают, это мелочь, но это, мне кажется, не мелочь. Мне кажется, на это все это надо обращать внимание. И мне вот это все памятки понравились. Следующее. Следующее — это палата. Вот в палате у них есть здесь все. Все 3 точки, сжатый воздух, кислородом вакуум стоит. Здесь рядом все висят у них чистые вот этот отсосные шланги, чистые отсосные катетеры. А, как бы они у каждой палате и свое вот прям, стена возле ребенка, она все организована, чтобы все для ребенка было. Вот эти отсосные все шланги, фонендоскопы нигде где-то не лежат, они где-то они их не ищут, они все вот здесь возле стены все висят. А это с правой стороны, вот здесь вот м, то, что вот для ребенка нужно, все здесь записывается, что нужно, сколько кормится, как бы все главные информация про ребенка, медсестринки описывается в этих, потому что в одной палате у них лежат только один ребенок. Следующее. Это общий у них, в реанимации в коридоре стоят. Вот здесь то, что им нужно, это огромный как бы идет, как его назвать, шкаф как она называется? Транспортный шкаф, как бы его можно с собой таскать. Внутри все ИМНы. То, что нужно для реанимации, разные виды ИМНы. Они, то, что когда их нужно по палатам, они вот входят с этим шкафчиком, и по палатам они разносят все это. Никакие коробки, никаких на руках никто не носит. Все сюда ложит, в этот шкафчик, и с этим шкафчиком они раздают по всем палатам. Спасибо за внимание. Следующее.
Это наша фотка, которую мы в конце, те, которые обучались, к нам приезжали разных стран мира. Это последний день, когда мы все уже, последний у нас был ужин, после него мы все сфотографировали. Это тот общежитие, который внутри у него находится свой сад, очень красивый. Здесь у нас был последний обед, и после этого мы вместе все фотографировались. Вот в середине стоит это Надя Йосиф, и все остальные студенты со всего мира. Спасибо за внимание. Айжан Аскаровна, спасибо большое за очень прекрасный, интересный доклад. Спасибо. Я надеюсь, что благодаря вам, вдохновившись вашей поездки, наши другие больницы, другие неонатологи тоже захотят посетить данный курс и обучиться УЗИ. Так как я поняла, это то есть для новичков тоже подходит, так, кто никогда УЗИ еще Да, не смотрел. да. Обучение идет только на английском языке, да? Обучение только на английском языке было. Ну, конечно, было первый день сложновато было, а потом уже мы зашли в тему, и нам было уже последние дни как бы было легче, потому что после казахского русского языка едешь и сразу попадаешь в это среди таких людей. Первый день как бы было тяжеловато, но потом уже все освоили, как бы было легче. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы. У кого есть какие вопросы про обучение, как нужно ехать, могу рассказать об этом. Конечно, на этом мы не останавливаемся. Мы хотели еще поехать в этом году поставить в планах, чтобы все врачи должны обучаться по ЭХО-КГ. Сейчас мы в данный момент будем обучаться, как ставить датчики, как что узнать. Потом постепенно будем себе приглашать своих же специалистов в этом в нашей стране. Конечно, у нас есть свои хорошие специалисты, например, Бахчамал Мджасаровну мы хотели в будущем или ее пригласить, или к ней поехать, чтобы в дальнейшем обучаться и определять конкретно уже легочную гипертензию, как определить ОАП и в дальнейшем разные виды функций сердца. Ну, для начала у нас как бы это хорошо. Есть вопросы? Подскажите, вот когда сосудистый доступ определяли, там был портативный такой аппарат. Это был портативный УЗИ-аппарат или это просто у них средство для обучения? У нас был портативный УЗИ-аппарат, Миндрей называется, у них свои аппараты, прямо они принесли все большие новые УЗИ-аппараты, все называются Миндрей, оказывается, у нас таких мало, но я сама первый раз увидела Миндрей УЗИ-аппарат, а для обучения у них свои маленькие УЗИ, портативные УЗИ, маленькие, которые его можно использовать и у нас тоже. Это обычные УЗИ-аппараты маленькие, для обучения они себе приобрели, на этом и обучались. А вот эти, видно же по фотке я показала, где доступ, сосудистый доступ, там какая-то есть резиновая, это мягкие резиновые, вот эти квадратные а внутри у них прошли сосуды. И мы по УЗИ эти сосуды находили, и шприцом, вот этой иглой мы находили, потом, чтобы доступ у нас правильно шел или неправильно шел, по портативной УЗИ мы смотрели. УЗИ-аппарат, он обычный портативный УЗИ-аппарат, как все используют, а вот эти для обучения сделанные, вот эти квадратные, видите, резиновые. Вот, да, внутри. А внутри у них специально для обучения сделано, что разного вида есть сосуды. И мы находили эти сосуды по аппарату. Здравствуйте. Хотела задать вопрос, когда вы используете датчики УЗИ-аппарата для сосудистого доступа, гель не используется? Гель используется.
Без Пользуются? геля они не читают, да, используется. Спасибо. Есть еще вопросы? А у меня вопрос такой, вот вы короткую ось назвали и рядом сразу поставили Мерседес. То есть мы короткую ось и Мерседес смотрим раздельно, то есть это отдельно у нас Мерседес Нет, один, а у них это называется короткая ось левого желудочка. Мы там видим Мерседес. Короткая ось, вот следующее фото покажите, где ПСАКС. Вот внизу, с правой стороны. Нет, следующее. Мгм. Нет, сверху, сверху. Этот, ага, вот этот. Вот где ПСАКС написано, это короткая ось. Когда мы датчик ставим по часовой стрелке 13:00. Вот здесь последний вы увидите, вот створки Мерседес. Видите? Прям эмблема Мерседеса выходит в это время. Вы когда сейчас вам может непонятно, сперва мне тоже было непонятно, когда я начала часто ставить эти датчики, смотреть, по датчикам вы можете сразу увидеть именно эту эмблему. Самые последние вот увидели, да? да, мы смотрим по Мерседес, Да, смотрим, и вот вот. как вот по вот этой короткой оси, где папиллярные мышцы, Да, это мы тоже смотрим. мы можем, да. В короткой оси мы можем увидеть именно эмблему Мерседес и легочную артерию. Еще один вопрос можно задать. Мгм. Вот вы находились в общежитии, да? В общежитии там очень хорошие условия. Они входили в обучение или вы дополнительную оплату делали? Заново задай, что-то я не поняла. Получается, вот в общежитии вы находились, где, в принципе, Да, условия были очень неплохие, хорошие да, условия. нет, И, общежитию мы находились, мы там платили в день. все понятно, хорошо, День у понятно. нас было 50 евро. Мы это оплатили отдельно обучение. У нас обучение, она была 500 евро на каждого человека. И плюс у нас у каждого была своя комната, и каждый за сутки мы там снимали в общежитии комнату, было 50 евро. Туда не входило ни завтрак, ничего, но Надя нам давала утром завтраки, давала, но сама, и обед. Ужин мы уже сами вот выезжали в город и там ужинали. Спасибо большое за ответы. Коллеги, есть ли у вас еще вопросы? Мне кажется, больше нету. Сегодня мы так быстро начали готовить, потому что мы сегодня не планировали, что у нас будет Zoom. Ну, конечно, заранее, если было бы классно. Много чего сделали бы. Спасибо большое, Жанна Оскаровна. Может, если у вас в будущем получится, еще раз выступите, да? Да, дай полоса, да. Ну, Более как не научимся, сейчас ага. мы вот, Гульнур Культасовна у нас саудитка, она тоже должна была со мной, но по обстоятельствам не смогла. Она тоже приготовила хорошую презентацию для наших врачей, потому что мы хотим подключить своих врачей, чтобы мы не сидели и не ждали нашего УЗИста, потому что в любой момент ребенок может ухудшиться, чтобы каждый врач самостоятельно мог взять в руки датчик, посмотреть, оценить функцию сердца, назначить инотропную терапию и как бы дать возможность ребенку выжить вовремя и оказать помощь вовремя. Это цель у нас только этот, и постепенно 25-й год, куда холоса, мы все, наверное, научимся уже. В чате вас все благодарят. Спасибо.
Если вопросов нету, спасибо еще раз. Спасибо всем, что присутствовали. Всем до свидания. Спасибо, до свидания. Ой. Ой,